ჩემ ხმა ისმის? კი, ისმის. ვინმემ გამეცით ხმა გამომეხმაურეთ. ჩვენი ხმა არ გესმით? ჩვენი ხმა არ ისმის? ისმის, ხმა კარგად. ისმის ნორმალურად, არა? კი, ძალიან კარგად. კარგი. ეხლა თავარია რას ვიტყვით? და რას გავიგებთ? Какой смысл будем вкладывать мы в этот голос, который слышно? Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритьям нарам чайва нароттамам девим сарасвати вьясам тато джаяту дирает. Нашта праеша бхадришу нитя бхагавата севая бхагавати уттама шлоке бхактапавати наиштики. Харе Кришна. Мы продолжаем хождение по мукам. Мы продолжаем чтение Шримад Бхагаватам, 7 пест, 3 глава, 30 стих. И эта часть Шримад Бхагаватам описывает молитвы, приветствие Хираньякашипу Господу Брахме. Харе Кришна, ჩვენ Когда Господь ვაგრძელებთ Брахма შრიმად появился ბჰაგავატამის со всей своей свитой, огромное космическое, ჩემი ხმა огромное არ გესმის და космическое ვარა დაბრუნ. сообщество во главе с Брамой. მე უნდა გაცადო რა გადათარგმნა რა თვითონ როგორ ასაკ. ჩემი ხმა არ ისმის? ჩემი ხმა არ გესმით? შენი ხმა არ ისმის. თქვენთან არის მგონი რაღაც გასასწორებელი. У нас слышно. ჩემთან იქნება გასასწორებელი? რა მეშველება მე როგორ გავასწორო? ეხლა თქვი რამე? გესმით? ო, ესმის. როგორც იქნა გაიხსნა აბსოლუტური ჭეშმარიტება ჩემს წინაშე. Итак, გავიმეოროთ, ეს მე читаем. შენ უკვე გადათარგმნე რა? არა, ვიტყვი მე სადღაც ვკითხულობ შრიმად ბჰაგავატამის მე-7 სიმღერის მესამე თავის 30 ლექს და აქ აღწერილია ჰირანიაკაშიფუს ლოცვები ბრაჰმას წინაშე. Когда вот это все космическое сообщество великих мудрецов во главе с Хираньякашипу на своих космических кораблях появились к месту паломничества Хираньякашипу, и Господь Брахма, он, как называется, Капкурацкали, он плеснул водой, священной водой, вот этот гору, фактически термитное гнездо, в чем превратилось тело Хираньякашипу, и Хираньякашипу восстановился. როდესაც ბრაჰმა მიფრინდა ბრძენებთან ერთად ჰირანიაკაშიფუსთან, დაინახა
ირანიკაშპუს მთა, რომელიც ფარავდა ირანიკაშპუს და მან მიაპყურა წყალი ამ მთას ბუდეს ჭიანჭველების და შემდეგ ირანიკაშპუ გაცოცხლდა. Его тело полностью восстановилось и стало блестящим, сильным, моложе, сильнее и блестяще, чем было в начале аскез. მისი სხეული სრულიად აღდგა და გახდა უფრო ახალგაზრდა, ძლიერი და ამბრწყინავი, ვიდრე ასკეზების დასაწყისში იყო. И описано чувство Хираньякашипу, его охватило ликование. აღწერილია, რომ ირანიკაშპუ აღტაცებაში მოვიდა. Удача его аскез, то его аскезы дали плоды, и все эти великие личности появились. От этого он обрадовался несказанно. მას ძალიან გაუხარდა, რომ მისმა ასკეზებმა შედეგი გამოიღო და ეს პიროვნებები გაჩნდნენ მის წინაშე. И эта радость не была грубой радостью. და ეს არ იყო უხეში სიხარული. Это была возвышенной радостью. У него даже слезы на глазах выступили. ეს ამაღლებული სიხარული იყო, თვალებზე ცრემლებიც კი წამოვიდა თვალებიდან. Когда у него от радости голос начал дрожать, როცა სიხარულისგან ხმაც კი უკანკალდა. он всей своей сущностью он радовался как маленький ребенок, что его деятельность дала результаты. დალი თავისი არსით უხარო და პატარა ბავშვით, რომ მისმა ქმედებებმა შედეგი გამოიღო. И он, видно из предыдущих стихов, из последующих стихов, что он считал Браму изначальной личностью, верховной личностью. ჩანს წინა და შემდეგი ლექსები, მომდევნო ლექსებიდან, რომ მის ბრაჰმას უზენაეს პიროვნებად თვლიდა. И ошибался он не ошибался, сейчас не в этом дело. Дело в том, что когда перед ним появилась верховная личность, он говорит, что он был причиной всех причин. И когда он появился, его охватило ликование. ცდებოდა თუ არ ცდებოდა ამაზე არ არის საუბარი, როდესაც უზენაეს პიროვნება გაჩნდა მის წინაშე ის მას ეძახის ყოველ მიზეზს და მიზეზს და აღტაცებული იყო ამით. В один прекрасный момент, когда мы учим Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе. И если вдруг перед нами Кришна появится, интересно, в первую очередь, мы, наверное, испугаемся, потому что это будет большая неожиданность для нас. Харе Кришна მანტრის გამეორების დროს ჩვენს წინაშე კრიშნა რო გაჩნდეს ერთხელაც, ალბათ შეგვეშინდება ჩვენ დიდი მოულოდნელობა იქნება ეს ჩვენთვის. Но если мы в течение 1000 лет по исчислению полубогов будем воспевать Харе Кришна всей своей сущностью, откровенно будем взывать Кришну, მაგრამ თუ ჩვენ 10000 წელი ნახევარ ღმერთს დაავრიცხვით, გავიმეორებთ გულით ჰარე კრიშნას და კრიშნას ვეძახით ესე. И после этого, значит, Кришна даст милость, и он появится с улыбкой. და ამის შემდეგ რომ კრიშნამ წყალობა მოგცეს და ღიმილით გაჩნდეს ჩვენს წინაშე. Естественно, мы испытаем несказанную радость. В общем, будем прыгать, как маленький ребенок прыгает от радости. ბუნებრივად ჩვენ ძალიან დიდ სიხარულს განვეთდით და პატარა ბავშვებით ხტუნვას დავიწყებთ სიხარულისგან. Ну вот и Хираньякашипу пал ниц перед Брамой, Дандаватый, и произнес очень красивые молитвы и приветствия. ირანიკაშპუმაც დანდავატი გაუკეთა ბრაჰმას, მისი ნაშაკედი მოიხარა და დილამაზილოცები აღუვლინა მას. За все это время, когда он приветствовал Браму и восхвалял его, он его восхвалял как изначальную верховную личность. მთელი ამ დროის განმავლობაში, როდესაც ის ბრაჰმას ადიდებდა როგორც თავდაპირველ უზენაეს პიროვნებას. Да простит меня Бог,
И Брахма ничего не исправил, не поправил ему и не остановил. ბრაჰმამას არაფერი შეუსწურა და არ გაშეუჩერებია ის. Приятно, видимо. ალბათ სასიამოვნოა. Ну, это шутка, естественно, но, в общем, Брахма с улыбкой и с большим удовольствием слушал все это, когда его восхваляли. И ничего странного в этом нет. Вот э, обладатель такого теджаса, как Брахма, он весь горит в энергии. Ну, она чистая там, чисто разума состоит. В общем, мне попало в глаза почему-то. Наверное, я не такой, не очень чистый, и очень даже не чистый, и не настроен как вайшнав. Мне это попало в глаза, что прямо это с начала до конца все выслушал. მე თვალში მოხვდა, ალბათ იმიტომ რომ არ ვარ წმინდა ვაიშნავი, რომ ბრაჰმამ თავიდან ბოლომდე მოისმინა ეს დიდი სიხარულით და არ შეაჩერა. Ну, я не то, что Цминда Вайшнави, я даже не чистый Вайшнавом не являюсь, что говорить чистом Вайшнаве. Ну, в общем, я обратил на это внимание интриганский, э, и потом еще Брахма даже похвалил липкой и так далее. შემდეგ ბრაჰმამ შეაქო კიდე წვიმილით ის. И Хирanyакашипу произнес очень хорошие, такие очень красивые, мелодичные слова. Образования у него хватало. და შემდეგ ჰირანიაკაშპუმ წარმოთქვა სიტყვები. Да, да. ჰირანიაკაშპუმ ძალიან ლამაზი მელოდიური სიტყვები წარმოთქვა განათლება ყოფნიდან. Вам саптатантун витано шитанвам, трая чатурхотрака видаячам, твамекатаматмават танадир, анантапарах кавир, антариатамам. Твам саптатантун. Саптатантун это переведено как 7 направлений. საბტატამტუმ განათარგმნია როგორც 7 მიმართულება. Давайте сперва комментарий прочтем, как полагается. Именно высшая душа дает людям ведические обряды, знание о том, как их совершать, и необходимое для этого вдохновение. В Бхагавад-гите сказано «Матах смритир, джакьянам თარგმანი არ წავიკითხოთ апохамлича». ჯერ. როგორ? თარგმანი არ წავიკითხოთ. ხო, თარგმანი წავიკითხო, კი, როგორ არა. Твам, ты, саптатантун, 7 видов ведических обрядов, начиная с Агништома яги. Витаноши распространяешь, танва телом, трая с 3 ведами, чатухотрака 4 типов ведических жрецов. Это Хота, Адхварию, Брахма и Удгата. Видая с необходимым знанием, видяя с необходимым знанием, Ча также, Твам, ты. Здесь целый ряд сообщений приходит по этому, по телеграмму, кто-то там загружает. Ну, в общем, видая с необходимым знанием, Ча также, Твам, ты, Эках, один, Атма, сверхдуша, Атма ватам, живых существ, Анадих, не имеющий начала, Анантапарах, не имеющий конца, Авих, источник всякого вдохновения, Антахатма, сверхдуша, находящаяся в сердце. Комментарий или перевод. О Господи, ты олицетворенный Веды, и ты даешь знания браманам, совершающим яги. Так ты распространяешь повсюду 7 видов ведических жертвоприношений, главный из которых Агништома. Именно ты побуждаешь ведических жрецов проводить обряды, описанные в 3 ведах. Ты высшая душа, пробивающая в сердцах всех живых существ, и у тебя нет ни начала, ни конца. Ты всеведущ и не ограничен во времени и пространстве.
Комментарий. Именно высшая душа дает людям ведические обряды, знание о том, как их совершать, и необходимое для этого вдохновение. В Бхагавад-гите сказано «Мадах спритир гьянам абахонам ча». От Господа исходит и память, и знание, и забвение. Он пребывает в сердце каждого, в сарвасе чахам хриди, санивиштах, ишварах сарва путанам, хриддеше арджуна, тиштхати. И лично наставляет того, кто глубоко изучил Веды. Если человек обладает соответствующими качествами, Господь в образе сверхдуши побуждает его совершать ведические обряды. Для проведения этих обрядов нужны 4 типа жрецов, которых называют ритвиками. К ним относятся Хота, Адхварию, Брахма и Удгата. Გათარგმნია. თარგმანი ჩემო ძვირფასო უფალო, შენ ფლობ განპირობებული ვედების ფორმას, აგრეთვე ცოდნას, იაგიასთან დაკავშირებული ყველა ბრაჰმანის საქმიანობის შესახებ. ამ ცოდნით აღჭურვილი შენ აუცილებ ვედურ რიტუალურ ცერემონიებს, რაც 7 სახის მსხვერპლშეწირვისგან შედგება, დაწყებული აგნიშტომა იაგიათი. ჭეშმარიტად შენ შთააგონებ იაგიას შემსრულებელ ბრაჰმანებს, რომ მათ სამივე ვედაში მითითებული რიტუალები ჩაატარონ, რადგან შენ უზენაესი სული და ყველა ცოცხალი არსების ზესული ხარ. უბრალო მოკვდავებით დასაწყისი და დასაბამი არა გაქვს. ყოვლის მცოდნე ხარ და დროისა და სივრცის მიღმა იმყოფები. კომენტარები. უზენაესი სული მართავს ვედურ რიტუალურ ცერემონიებს, ზედმიწევნით ფლობს მათთან დაკავშირებულ ცოდნას და ირჩევს იმ პიროვნებას, რომელიც ამ წმინდა ღონისძიებას წარმართავს. უზენაესი სული შთაგონებისა ძირითად წყაროდ რჩება ამ დროს, როგორც ბჰაგავად-გიტაშია დადასტურებული, მატაჰ სმრიტირ გიანამ აპოჰანამ ჩა. მეხსიერება ცოდნად დავიწყება, ყოველივე უფლისგან მოდის. ზესული ყველას გულში სუფევს, სარვასია ჩააჰამ ჰრიდისანი ვიშტა, იშვარა სარვა ფუტანამ ჰრიდდე შერჯუნა ტიშთათი. და როდესაც ადამიანი მაღალ ვედურ ცოდნას იძენს, უზენაესი უფალი მითითებებს აძლევს მას და შთააგონებს ვედური რიტუალების შეასრულოს. ვედური დანაწესების მიხედვით ამ ცერემონიების შესასრულებლად საჭიროა მონაწილეობა რიტვიკების სახელით ცნობილი 4 ჯგუფის გურუმებისა. მათი სახელებია ჰოტა, ადჰვარიუ, ბრაჰმა და უდგატა. ჰარე კრიშნა. მადლობა. Твам саптатам ктум витаношитанова трая чатурхутрака видаяча твамека таматамаватам манадир анантапарам кавир антараятмам. Om Agyanati Mirandasyam Gyanam Jana Shalakayam Chakshurna Militam Menam Asmai Shri Gaurave Namah Namo Shano Padayam Krishna Prestaya Putale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauramani Pracharine Nirvishesha Shoni Avadi Vachati Adeshtarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Sakhana Bhavatu Sakhana Punaktu Sakhaviryam Karava Bhaim Tejasvina Maditamastu Avitkvi Shavachaim Om Shanti 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 Om. Вам сапта там тун. Сапта არის 7. Сапта это 7. საპტა ნიშნავს 7-ს.
Тантун это линия, это луч, линия. э, э, ტანტუნ არის სხივი, ხაზი. э, Тут такая тонкая линия, тонкое направление. Обобас ксели, როგორ არის სულად? აა, Сеть паука. Да, да, вот эта აუტინა. паутина, она тоже на санскрите, именно тантун, вот эти линии, вот эти нитки паутины, тантун, танту. И, в ობობის общем, ქსელიც არის ტანტუნ სანსკრიტზე. вот это 7 линий, 7 направлений. Ведь он, жертвоприношение его называют так, сапта тантун, 7 направлений. შვიდ მიმართულებას მსოფლიო წევრებს ასე ეძახიან საპტა ტანტუნ. Это 7 направлений, они следующие. 7 направлений – это 7 разных видов главных космических жертвоприношений, когда удовлетворяются правители планет. შვიდი მიმართულება ნიშნავს შვიდი მთავარი სახის კოსმიური იაგიას, როდესაც პლანეტათა მმართველები კმაყოფილდებიან. Агништома – это главное среди них. აგნიშტომა მთავარია მათ შორის. Этим и начинается, это основа для остальных 6 яги. ამით იწყება ყველაფერი და ისაა საფუძველი დანარჩენი იაგიასი. Второе – это ати агништома. Это высшая агништома, то есть расширенная агништома. მეორე არის ატი აგნიშტომა, ან გაფართოებული უმაღლესი აგნიშტომა. И кроме восхваления полубогов и правителей планет, там еще добавляется восхваление главнокомандующего армии полубогов Индри. ამ დროს პლანეტათა წარმომადგენლების განდიდების გარდა ასევე ინდრას განდიდებაც ხდება მათი მეთაურიც. Уктхия, третье, это ритуал, во время которого осуществляется предложение чаши полной сока соми. Сок соми предлагается. ურთვა არის მესამე რიტუალი, როდესაც თასით სთავაზობენ სომის წვენს ნახევარღმერთებს. Четвертое – это шодаши. Шодаши буквально значит 16, шодаши. მეოთხე არის შოდაში და ის სიტყვასიტყვით ნიშნავს 16-ს. И во время этого ритуала 16 чаш. Есть 16 посуд, 16 чаш, которым предлагается разные вещи полубогам. ამ რიტუალის დროს 16 თასია, რომლითაც სხვადასხვა რაღაცეების თავაზდება ნახევარღმერთებს. И, как говорят, в это время идет очень интересное и красивое пение гимнов. და როგორც ამბობენ, ამ დროს ძალიან საინტერესო და ლამაზი ჰიმნთა სიმღერა მიმდინარეობს გალობა. Я не видел ни одного из этих ритуалов, я только его через искусственный интеллект. Так что я просто лишь так представляю примерно. არ მინახავს რეალურად მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტით აქვს შეხება და ამიტომაც დაახლოებით წარმოვიდგენ ხოლმე. Пятое – это ваджапея. Это очень энергетически мощный ритуал напитка силы, который совершается для достижения высокого социального статуса, омоложения и духовной победы. მეხუთე არის ვაჯაპეია, რომელიცაც თანსდევს სულიერი გამარჯვება, ახალგაზრდობა, ძალის მოსიმა. И когда совершающий этого ритуала, заказывающий, хочет омоложения тела, повышения тонуса сексуальной, социальной и другой, и военной силы, он совершает эту часть ваджапея. და თუ ადამიანს დამკვეთს სურს რომ მიიღოს ეს ძალა, ძლევამოსილება, ეჯასი ის ასრულებს ამ ვაჯაპეიას რიტუალს.
То это адиратра, это ночное бдение, это ночной ритуал, ночью совершается, и всю ночь не спят и совершают, поют гимны, э, и она совершается на рассвете. ადირატრა ღამის რიტუალია, ღამე სრულდება, მთელი ღამე ასრულებენ რიტუალს და ღამთენისას ის მთავრდება. Аптарьяма– это седьмое. Это самый сложнейший завершающий ритуал этого цикла, предназначенный для обретения особых благословений и восстановления утерянного процветания. აპტარიამა არის რიტუალი ასევე, რომელიც სრულდება დაკარგული ძალების განსაკუთრებული ძალის მოპოვებისთვის და დაკარგული კეთილდღეობის აღდგენისთვის. И это завершающая часть этого цикла, все затраты, которые были сделаны для жертвоприношения, и там огромные затраты. Вообще в эти космические жертвоприношения требовало огромных затрат, и все это восстанавливалось и возвращалось десятикратно обратно. და ძალიან დიდი დანახარჯი მოითხოვდა ეს ყველა ეს მსხვერპლშეწირვა და უკან 10 მაგად ბრუნდებოდა ხალხს. Есть еще более низкие уровни этой семерки этих жертвоприношений, семиуровневого жертвоприношения. Есть другие вариации, она происходит за семейным очагом, она происходит еще в других случаях, но это наивысшее для космических сил. არის ამის გარდა სხვა იაგებიც, მაგრამ ეს 7 არის უმაღლესი კოსმიური ძალებისთვის. И это и другие жертвоприношения должны проводить и управлять этим жертвоприношением 4 вида жрецов. და ეს და სხვა მსხვერპლშეწირვები უნდა ჩაატარონ და მართონ 4 სახის ფურმებმა. Сейчас, одну секундочку. Это типы этих жрецов. Первый это хотар, это тот, кто читает Ригведу. В общем, эти 4 жреца, они рассаживаются в 4 углах арены жертвоприношения. ეს 4 ფურუმი მსხვერპლშეწირის არენის 4 კუთხეში ჯდება. Хотар это тот, кто читает Ригведу. ხოტარი კითხულობს რიგვედას. Все гимны Ригведы он читает, те, которые нужны, и он призывает богов, полубогов на ритуал. ყველა რიგვედას იმს კითხულობს, რაც საჭირო და ნახევარმართებს იწვევს რიტუალზე. Именно в Ригведе есть вот это обращение к богам, полубогам и их приглашение. Устат რიგვედაშია ეს მიმართვა ღმერთებისადმი და მათი მოწვევა. Второе это Атхварию. მეორე არის ათვარიო. Это он поет гимны Яджурведы. ის იაჯურვედას ჰიმნებს გალობს. Он поет эти гимны, и он поет эти гимны во время именно физических действий. Когда ჰიმნებს გალობს ფიზიკური მოქმედებების დროს. Когда идет подготовка жертвоприношений, изменяется арена жертвоприношений. როდესაც მსხვერპლშეწირვის მომზადება მიმდინარეობს არენის ცვლილება. Не, измерение. Газомло. Размеры арены, они имеют... Сейчас вообще ничего не имеют, никакой арены нет. Но раньше это имело огромное значение. ახლა აღარ არის ესეთი არენები, მაგრამ ადრე ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. Соотношение размеров
гранее вот этих арен, она должна быть такой, которая описана в васту, благоприятная. ისეთი უნდა იყოს ზომები არენას როგორც ვასტუში აღწერილი სასიკეთო უნდა იყოს. Если четырехугольная арена, то лучшее соотношение сторон это 1,3, вот так 1,2. Ну, это золотое сечение. თუ ოთხკუთხედი არენა უნდა იყოს 1/3 თუ როგორ 1,2. 1/2 ეს არის ოქროს კვეთი. კვეთი. А если арена квадратная, она лишена всех недостатков, и измерения, соответствующие измерения, чтобы обеспечить квадратную форму арены, проводили вот эти измерения, очень серьезные измерения, и в это время они пели гимны и аджурведы. თუ კვადრატული არისო ეს არენა მაშინ ძლიერი ცვლილებები როგორ არა, კვადრატული როცა არის არენა, ის თავისუფალია ყველანაირი ნაკლისგან. დიახ. И в это время пели вот эти гимны аджурведи. Когда разводили огонь, тоже пели гимны аджурведи. ამ დროს იაჯურვედას ჰიმნებს გალობდნენ, როდესაც ცეცხლს ანთებდნენ, მაშინაც იაჯურვედას ჰიმნებს გალობდნენ. И когда подносили уже дары богам, физически вот подносили, приносили там на огонь, тоже отхваривал вот этот пел гимны аджурведи. და როდესაც უკვე ძღვენები მიჰქონდათ ღმერთებისთვის, მაშინაც ათვარი გალობდა იაჯურვედას ჰიმნებს. Удгатар, вот этот жрец Удгатар, он пел гимны Самаведи. Тонсахури Удгатар галობდა самаведас ჰიმნებს. И этим он успокаивал и умиротворял богов. ამით ის სამშვიდებდა და აკმაყოფილებდა ღმერთებს, სიამოვნებას ანიჭებდა. Боги, они, в общем, очень капризные. Они легко возбуждаются, легко гневаются, и надо соответствующее обращение к ним, чтобы это не произошло. ღმერთები ძალიან კაპრიზულები არიან, მარტივად შეიძლება გაბრაზდნენ და კარგად უნდა შესაბამისად უნდა მიმართონ მათ, რომ ეს არ მოხდეს. За это отвечал Удгатар. ამაზე პასუხისმგებელი იყო უდგატარი. Сейчас боги уже не посещают землю. Они еще 3000 лет тому назад они еще посещали землю. ახლა ღმერთები აღარ სტუმრობენ დედამიწას 3000 წლის წინ ჯერ კიდევ სტუმრობდნენ. 3000 лет тому назад в историях Трои, Илиады, Одиссеи описаны, Гомер описывает, как посещали боги землю, какие совершали деяния, как к ним обращались. 3000 წლის წინ ილიადაში აღწერილია როგორ მოდიოდნენ ღმერთები სტუმრობდნენ დედამიწას. К ним обращались с большим уважением, очень осторожно и очень боязненно. ძალიან დიდი პატივისცემით და სიფრთხილით მიმართავდნენ. А четвертый жрец это Браман. მეოთხე მოდამსახური არის ბრაჰმა. Он ничего не пел, он сидел молча и ходил или следил за ходом ритуалов. И если там он увидел какие-то ошибки, несоответствия, он поправлял. ის არაფერს მღეროდა, დადიოდა და ამოწმებდა და თუ რამე შეცდომას დაინახავდა, ასწორებდა. И он поправлял эти ошибки специальными мантрами. და ამას სპეციალური მანტრებით აკეთებდა. Это Атхарваведи мантры, они такие, они такие, как бы
как бы шелуцвеви, ну, заклинание. заклинания, да. И специальными этими заклинаниями он исправляет эти ошибки. ათარვამენ მედას მანტრების შელოცებითა და ამ სპეციალური შელოცებით შეთხოვნებს ასწორებდა. Хирanyакашипу говорит Брахме, что ты есть источник и носитель всего этого знания. ირანიაკაშიფუ ბრაჰმას ეუბნება, შენ ხარ მატარებელი და მწყარო ყოფილი ამ სოდნის. Он еще говорит, что ты единственный атмаватам, атмаватам. Ты душа всех живых существ. ის ეუბნება, შენ ერთადერთი ხარ, შენ ყველა ცოცხალი არსების სული ხარ. Ты анадир, შენ ხარ ანადირ, изначальное. თავდაპირველი. Брахма-то хорошо знал, кто такой Анадир, потому что он сам сочинил Самхиту, и он говорит Анадир, Адир, Говинда, Сарва, Карана, Каранам. Ишварах, Парамах, Кришна, Сатчитананда, Виграха, Анадир, Адир, Говинда, Сарва, Карана, Каранам. რადგან ბრაჰმამ თავად შეადგინა სამხიტა, სადაც გალობს ანადი, რადირ გოვინდა, სარვა კარანა კარანა, მან გოვინდა არის ანადი. Да, изначально это Говинда. თავდაპირველი არის გოვინდა. Из него рождается Брахма. მისგან იბადება ბრაჰმა. И Брахма из него получает, от него получает все знания для творения, для вторичного творения. და ბრაჰმამ ცოდნას მეორადი შექმნისთვის მისგან იღებს. Господь, Говинда, в своих экспансиях Вишну, он создает все материалы для творения мира, миров. უღალი გოვინდა თავის განსხვავებებში ვიშნუს სახით ყველანაირ მატერიას ქმნის სამყაროების შექმნისთვის. Он создает те материалы, то есть он уже возбуждает мертвую материю тремя гунами, и он создает уже все 24 элемента. И Брахма просто использует это и создает разные скафандры, разные тела. 400 тысяч, как это, сколько? 8,400,000. Да, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Скафандру создает, это вторичное творение. ფალი ქმნის ამ 24 ელემენტს, ამ მატერიალს და ბრაჰმა უბრალოდ იყენებს ამ მატერიალს, რომ შექმნას 8,400,000 სიცოცხლის სახეობა. Тут Руставели говорит, что რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა ზეგარდმო არსნის სულითა ხუნა ზეცით მონაბერითა ჩვენ კაცთა მოგცა სამყარო გვაქვს უთვალავი ფერითა. Прошу прощения. Алло. დილამშვიდობისა ირაკლი, დაინგრა ქვეყანა? ისა მე ლექცია მაქვს ბოდიშ გიხდი, მაგრამ მოჩები და მე მივხვდავ მაგას. ჩვენ კაცთა მოგცა სამყარო გვაქვს უთვალავი ფერითა. ხარიათ ეჯაგათ, როგორც კრიშნა ამბობს. Возле сказали Арсеньевич, сам Адус. Я даю этим живым существам. Руставель говорит, он воспевает Бога, славу Господа, который создал этот мир. Ничего из своей собственной энергии, ему не нужно было ничего для этого. И когда Шириля რუსთაველი ამბობს, რომ ღმერთმა ეს სამყარო შექმნა თავისი პირადი ენერგიით, სხვა არაფერი სჭირდებოდა მის გასაკეთებლად. И он высшие существа поместил в эту вселенную. და უმაღლესი არსებები მოათავსა ამ სამყაროში.
душ. სულები. И нам, этим душам, дал мир, переливающий разнообразием. და ჩვენ ამ სულებს მოგცა მრავალფეროვანი სამყარო. Ну вот и Хирanyakашипу все это приписывает Брахме. Он говорит, что ირანიკაშკუ ამ ты, ყველაფერს ბრაჰმას აწევს. он говорит, что ты есть Анадир, ისევ есть შენ ხარ ანადი, изначальный. თავდაპირველი. Более того, ты Ананта Парах. Ананта– это значит, Анта– это конец. Анта– это конец. Ананта– это не имеющий конца. Бесконечный. ამას გარდა ისე უგნება შენ ხარ ანანტა, ან ანტა ნიშნავს დასასრულს, ანანტა ნიშნავს რომ ვისაც დასასრული აქვს, უსაზღურო. Парах– наивысшее. პარა, უმაღლესი. Кавир. Кавир. У нас есть духовный брат Адикави, изначальный поэт. И это кавир, это есть вдохновение, поэзия. Это мотив творения чего-то красивого. კავირ, ჩვენ ყავს სულიერი ძმა ადიკავი, თავდაპირველი პოეტი. კავირ ნიშნავს Поэт, მუზას, спеценс. პოეზიას. И он говорит, антаратма. Антарая, это значит внутреннее. ანტარაია ნიშნავს შინაგანს. А когда описывает строение человека, его грубое тело, потом описывает его антарая. Антарая это внутренний, это ум, разум и эго. როცა ადამიანის სხეულს აღწერენ, აღწერენ ანტარაიასაც, ეს არის მისი შინაგანი ნაწილი, ჭკუა გონება ეგო. Антаратма это есть антаратма, это есть душа, которая внутри. То есть это сверхдуша, которая внутри человека, внутри всех живых существ. ანტარატმა არის ზესული, რომელიც შიგნით არის ყველა ცოცხალი არსების. В общем, он полностью все качества Верховной Личности Бога приписывает Брахме. Брахма милостливо улыбается, что потом дальше произойдет, это вы узнаете потом, если вы ამგვარად ყველა ამ თვისებებს ბრაჰმას აწერს, ბრაჰმა მოწყალედ იღიმის და შემდეგ რაც მოხდება, გაიგებთ. Если вы будете слушать старших и принимать просад, вам потом расскажут, что дальше произойдет. თუ უпросებს მოусმენთ და პრასადს მიიღებთ, მოგიყვებიან რა მოხდება შემდეგ. Это очень интересно, что ეს ძალიან происходит. საინტერესოა რაც ხდება. Но все это видение Хирanyакашипу, все это убежденность его, все то, что он говорит правильно, он говорит искренне то, в чем он верит. ეს ყველაფერი, რასაც ბრაჰმას ეუბნება, გულწრფელად ეუბნება, რასაც ჯერა იმას ამბობს. Он так видит мир. ის ასე ხედავს სამყაროს. Но он упускает из виду, что этот мир не единственный, что есть безграничное количество миров. თუმცა არ უნდა დაგვეუწყდეს, ეს სამყარო არ არის ერთადერთი, უსასრულო რაოდენობის სამყაროები არსებობს. И у каждой в этом мире есть своя брама, свой ყველა брам. ამ სამყაროში ყველა სამყაროებს თავისი ბრაჰმა ყავს. Наш Брахма четырехголовый, ჩვენი ბრაჰმა ოთხთავიანია. Чатурмукха, точнее у него 4 лица, Чатурмукха. ზუსტად რომ ვთქვათ, უფრო ზუსტად 4 სახე აქვს, ჩატურმუქა. А другие брахмы есть у некоторых тысячи лиц. და ზოგიერთ ბრაჰმას 1000 სახე აქვს. Все это в зависимости от того, каков характер этого мира, которым управляет и создает вторичным творением Брахма. ეს ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რა არის თვისება ამ სამყაროში, რომელსაც მეორადი შექმნისას ბრაჰმა ქმნის. Ну, в нашем мире есть 4 измерения, 3 пространственных и одновременное измерение. И, скорее всего, для этого нужно 4 головы, чтобы это контролировать.
ჩვენს სამყაროში არსებობს 4 განზომილება, 3 ერთი დროითი და 3 სივრცითი. და ალბათ 4 თავია საჭირო, რომ ეს ყველაფერი აკონტროლო. В других мирах по-другому, их гораздо больше. სხვა სამყაროში ბევრად უფრო მეტია ის. Вот такого видения Хираньякашипу достаточно ограниченное, ასეთი но, ჰირანიაკაშიფუს ხედვა საკმაოდ შეზღუდული, но величественное. მაგრამ დიდებული И самое главное, искреннее. და რაც ყველაზე მთავარია გულწრფელი. Он ликовал, он почти плакал, когда обращался к Брахме, то есть он не занимался там дипломатией, что вот я-то правда знаю, что Вишну там, но я тебе говорю сейчас, чтобы своего добиться. Ну, он искренне говорил. ეს აღტაცებული იყო გულწრფელად ამბობდა თითქმის ტირო და ისე არ ამბობდა რომ დიპლომატიით არ იყო დაკავებული რომ ახლა მე კი ვიცი რომ უშუალო უმაღლესი მაგრამ შენ რადგან ჩემ წინაშე ხარ შენ გეტყვიან ყველაფერს გულწრფელად ამბობდა ამ ყველაფერს. Если бы он знал, что Вишну является изначальным и причиной всех причин, он уже, естественно, наверное, он поступил бы по-другому. თუ რომ სოდნოდა რომ ვიშნუა ყოველ მიზეზთან მიზეზი და თავდაპირველი ალბათ სხვაგვარად მოიქცეოდა. Арджуна увидел вселенскую форму Господа, არჯუნა მიხილა სამყაროსეული ფორმა უფლისა. когда на поле битвы Курукшетра Господь давал Арджуне знание о душе, როდესაც კურუქშეტრას ბრძოლის ველზე არჯუნას უფალი კრიშნა აძლევდა სულის შესახებ ცოდნას, знание о душе и о материи, и о разнице души и материи. სულზე მატერიაზე და მათ შორის განსხვავებაზე. Он показал ему строение мира. მას აჩვენა მას სამყაროს წყობა. Он показал ему строение мира, где он присутствовал в 3 аспектах: от Хипута, от Хидаева, от Хиягия. აჩვენა სამყაროს წყობა, სადაც სამი ასპექტით იმყოფებოდა ის 10 ფუტა, 10 დაივა და 10 იაგია. От Хипута тот, который... От Хипута, Пут это Махапут, это великие элементы, а Дипута это начало этих элементов. От Хипута это управляющий космосом, космическим порядком. 10 ფუტა არის კოსმიური წყობის მმართველი, ფუტა ნიშნავს დიდ ელემენტებს მაჰაფუტას. От Хидаева это начало и управляющий богов. 10 დაივა არის ღმერთთა მმართველი და მათი წყარო. Управляющий богов это значит управляющий судьбой людей. ღმერთთა მმართველი ანუ ადამიანთა ბედისწერის მმართველი. От Хиягия это тот, который принимает все усилия ради удовлетворения желаний и удовлетворяет эти желания. Это своя душа, которая находится в сердце каждого живого существа. 10 იაგია არის ის ვინც ყველა სურვილს აკმაყოფილებს და ეს სულია ვინც ყველა ცოცხალი არსების გულში იმყოფება. Из этих 3 аспектов Адидаева привел ужас Арджуну. Арджун, как надо сказать, что Арджуна пришел в ужас, то есть привел в ужас Арджуну, да, или как? არჯუნა ძალიან შეშინდა, თუმცა ეს ყველაფერი იხილდა. Он увидел что-то невероятное. რაღაც დაუჯერებელი იხილა. Все эти механизмы судьбы, все эти глаза, языки, зубы, которые перемалывают живых существ. ყველა ეს ბედისწერის მექანიზმი, თვალები, ენები, კბილები, რომლებიც სოციალურ არსებებს ჭამს. Это ужасные рты, из которого изрыгается огонь. საშინელი პირების აიდანაც ცეცხლი იფრქვევა. И он воспел величие Господа. მან განადიდა უფლის სიდიადი. Он сказал: Тане Хришикеша Тава Пракрития, Чагат Прахришати Яну Раджатеча,
Raksham pitani disho dravanti, sarve namasyanti chasitha sangha. Tvamadidevach purushach puranas, tvamasya vishwasya param nithanam, vedasi vedya chaparam chathama, tvayam tatam vishvam manantarupa. Хане Хришикеша, Тава Пракиртия, твое сияние, твоя слава заполняет весь мир, ჩვენი все დიდება შენი мироздание. სინათლე მთელ სამყაროს აუშვებს. Сердце наполняется радостью, стремится к тебе. გული სიხარულით ივსება და შენსკენ ისწრაფვის. Все нечистые силы, они уходят, убегают от тебя, все нечистые силы. ყველა უწმინდური ძალა გარბის შენგან. А все возвышенные личности, обладающие ситхами, და ყველა ამაღლებული პიროვნება, რომლებიც სითებს ფლობენ, они приветствуют тебя, поклоняются тебе. გესალმებიან და გეთაყვანებიან შენ. Ты, ты наивысший Бог, Бог богов. შენ ხარ უმაღლესი ღმერთთა ღმერთი. Ты самое старшее существо во всем творении. ყველაზე უხუცესი არსება მთელს სამყაროში. Ты есть автор и знаток вед. შენ ხარ ავტორი და ვედათა მცოდნე. Ведасия Чатама. И ты есть, ты пронизываешь всю Вселенную своей безграничной формой. შენ მთელს სამყაროს გამსჭვალავ შენი უსაზღვრო ფორმით. Ананта Рупа. Это удивительное словосочетание Ананта Рупа. Рупа – это форма. ძალიან საინტერესო სიტყვათა კავშირი ანანტა რუპა. რუპა არის форма. Рупа – это форма, то есть рупа – это форма, что-то ограничено границами. форма რუპა არის форма, ანუ რაღაც შემოსაზღვრული. А Ананта – это значит безграничный. ანანტაკი ნიშნავს უსაზღვროს. Ананта Рупа – это какая-то удивительная форма, которая не имеет границ. ანანტა რუპა რაღაც საოცარი ფორმა, რომელსაც არ აქვს საზღვრები. И говорит, что ты есть конечный обитель всех и всего. ის ამბობს შენ ხარ საბოლოო სამყოფელი ყველასი და ყველაფრის. Თელ სამყაროში დგას ნათელი შენი დიდების, გული ივსება სიხარულით და შენსკენ ირთვის, უგუქცეულა ყველა მავნე შიშით ახსილი, სალამს გითვლიან ახსავსენის სრულყოფილებით. შენახარ ღმერთი უხუცესი, შენახარ სული უხუცესი, ღმერთი მაღალი, მცოდნე და ზეციური სასუფეველი. შენახარ ყველგან განსაზღვრული უსაზღვრო ფორმით, ხარ საყოველთა საბოლოო ნავსაყუდელი. Ну, в общем, это удивительно красивые слова, и он относится к вселенской форме Господа Кришны, Говинды. ძალიან საოცარი სიტყვებია და ეს მიეკუთვნება კრიშნას გოვინდას ფორმას, საოცარ ფორმას. Если сравнить слова Хираньякашипу, обращенные Брахме, если сравнить с вот этим молитвой Арджуны к вселенской форме, რომ შევადაროთ ჰირანიკაშიპოს სიტყვები ბრაჰმას მიმართ, არჯუნას სიტყვები სამყაროსული ფორმის მიმართ. красота, она очень высокая, и безграничная красота и в одном и в другом случае, красота текстов. ტექსტების სილამაზე ორივე შემთხვევაში ძალიან ლამაზი, ძალიან კარგი. Твам саптатам тун витаноши танва, траяя чатур хотра видая ча, твамекатма ватам анадир, ананта парах кавир,
Антаратма. Очень красивые слова, очень красивая мелодия, но знание Арджуны несравненно шире знания Хираньякашипу. ძალიან ლამაზი სიტყვებია, მაგრამ არჯუნას ცოდნა ბევრად უფრო ფართოა ვიდრე ჰირანიაკაშიპუსი. Несмотря на то, что Хираньякашипу был настолько могущественным, знание Арджуны, она несравненно шире, ибо сам Господь дал ему эти глаза, это видение. იმის მიუხედავად, რომ ჰირანიაკაშიპუ ასეთი ძლევამოსილია, არჯუნას ცოდნა ბევრად უფრო ფართია, რადგან თავადუფალმა მისცა მას ეს თვალები და ეს ხედვა. И вот когда он такими очень красивыми словами Амича восхваляет эту вселенскую форму, он говорит: Кришна, знаешь, это мне не нравится, меня охватывает страх. Нет, не нужно, давай покажи мне твою форму, к которой я привык. ასეთი ცოდნით და სიტყვებით ადებს სამყაროსეულ ფორმას არჯუნა ეუბნება კრიშნას, რომ მეს არ მომწონს მე შენი ამ ფორმის გთხოვ მიიღე ისეთი ფორმა, რომელსაც მე მივეჩვიე. Говинда. Говинда. Кришная Васудевая. Деваки Нанданая. Деваки Нанданая Ша. Ара Гурари. Нанда Гурари Тугахсот. Нанда Гопа Кумарая Нанда Гопа Кумарая Говиндая Намо Намахах. Вот так прославляет его принцесса Кунти. Великие мудрецы его прославляют как Кришная Васудевая. Кришная Васудева, здесь имеется в виду не просто сын Васудеви, а Васудевая, вездесущий Господь, Кришна, вездесущий Господь, Кришная Васудевая. სიადიდებენ დიადი ბრძენები ვასუდევას არა მხოლოდ ვასუდევას შვილს ნიშნავს ასევე ყველგან მყოფ უფალს. მე როგორ არის თუ გახსოვთ რატი კრიშნა დევაკი ნანდანაიაჩა. არა. მე სხვა გაგრძელება აქვს მაგას. ეს ბრძენები როგორ აქებენ კრიშნაია ვასუდევაია. მის ღვთაებრივ ბუნებაზე ლაპარაკობს და არა მის სიტყვებზე. ну პარამატმანი თუ რაღაც რო არის? ხო. ეს კრიშნაია ვასუდევაია. Натханараяна Кришная, Натханараяна. В общем, потом вспомню и скажу когда-нибудь, если вспомню. Поэтому... Хараи параматмани. Хараи параматмани. Ара. აგერ კრიშნა მატაჯის შეუძლია რომ Krishna Mataji, can you chant once again? Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya. Thank you very much. Это молитва принцессы Кунти, но я сейчас говорю о молитве великих мудрецов. ეს ხო არ არის, ანუ კრიშნაია ვასუდევაია ჰარაია პარამატმანი პრანატა კლეშანაშაია გოვინდა ნამუნდამა. ამაზე ამბობთ? არა. Натханараяна. Кришная Васудевая Натханараяна. Он нас прославляет его как господина Нараяна даже. Натханараяна. Как хорошо. В общем, я что хочу сказать, что да что говорить там про Арджуна и мудрецов и принцесса Кунти, даже
простые, обыкновенные преданные, совершенно простые преданные, они обладают знанием куда выше, куда шире. Хотя, может быть, это теоретическое знание, но не может быть это теоретическое знание, но это знание куда выше и куда шире, знание даже великих демонов, таких как Хираньякашипу. რომ აღარაფერი ვთქვათ დიად ერთგულებზე, უბრალო ერთგულებიც კი ბევრად უფრო დიდ ცოდნას აფლობს ვიდრე ცოდნა რომელიც დიად დემონებს აქვს, მაგალითად ჰირანიაკაშიფუს. ეხლა ერთი წუთით Lord Krishna तेन पदारविन्दं तस्य पत्रस्य तस्य मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् карарвинде. Ну, моглет, вербове. Хорошо. Давайте признаю свое поражение. На этом мы закончим, в принципе, это рассмотрение этого стиха. И если есть вопросы, пожалуйста. ამით დავასრულოთ ამ ლექსის განხილვა, თუ გაქვთ შეკითხვები, გისმენთ. Вопросов нет. Хари Кришна. Хари Кришна. Доброго Прабху, Хари Кришна. Так, что-то у меня не включается. Вишну Шакти Прабху. Хари Кришна. Да, все, включилось, спасибо. Хари Кришна. У меня вопрос есть. Вот смотрите. Хираньякашипу прекрасно знает Веды. Конечно, он их использует как асур, вот, потому что его сознание не позволяет признавать верховное положение Вишну. Вот. Но он делает дважды, вот в предыдущем стихе Акшаджа Прабху вчера вел лекцию, он зафиксировал этот момент, что он допускает грубейшую ошибку. Он в прошлом стихе он назвал ее практически Хришикешей, да, ну то, что мы привыкли видеть в Бхагавад-гите, как Арджуна называет Верховную Личность Бога. То есть он сказал, ты управляешь чувствами всех живых существ. Вот. А в этом стихе он допускает еще более грубую ошибку. Он приписывает Брахме функции параматмы. Вот он говорит, что ты и так далее. В общем, по тексту. Да. Вот мне интересно, вроде бы вот живое существо обладает такими знаниями. Он глубоко знает Веды, мы это видим по его молитвам, по всему предыдущему поведению, по предыдущим речам, когда он утешал своих родственников. Вот. Он знает Веды, но делает совершенно противоестественный вывод. Ладно, это асурическое сознание. Но здесь вот вроде бы он вызывает Брахму, используя универсальную валюту Вселенной Тапасию, да, и хочет от него потребовать бессмертия в данном случае. Но он же льстит ему грубо, что называется. Зачем он его ставит на место Вишну? Ведь как бы он же должен понимать, что Брахма по своей как бы функциям, он должен ему дать эти благословения. Зачем он его ставит на пьедестал Вишну? Он же и так должен получить от него все, что захочет. Спасибо. Он его не льстит, он верит в этом. Вся беда, ну, сейчас беда, не беда, ну, мы не будем совершенно так надменно говорить, какие бедные эти демоны.
Дело в том, что саму суть демонического мышления, саму суть отрицания Бога, она особая форма иллюзии. И эта особая форма иллюзии может посетить любого живого существа, если он сам отодвинется от Бога. Это просто удивительное свойство живого существа. Точнее, это удивительное свойство э, скафандра, удивительное свойство сознания. И когда Кришна объясняет 5 видов иллюзорной, иллюзорной признаков жизни в материи, он кшетра гия, когда он описывает кшетру и кшетрагию, он описывает, что кшетра, материя, это поле деятельности, он имеет 5 качеств жизни, но он иллюзорный. То есть сукха, дукха, рагадвеша и тхрития. Сукха, дукха, то есть счастье и несчастье, мы его переводим так, счастье и несчастье, но на самом деле это вовсе не счастье и несчастье, это есть хорошая обстановка и плохая обстановка. Сукхам, кхам это пространство, сукхам ну, это хорошая обстановка, хорошее пространство, хорошее окружение. И дукхам это плохое окружение. То есть целый набор параметров этого скафандра, этого тела, этого сознания. Вот сидим в космическом корабле, и на панели управления высвечиваются лампочки. И определенный набор параметров считается благоприятным движением космического корабля. А определенный набор считается аварийным и неблагоприятным, который надо немедленно исправить. Вот это свойство есть у человеческого тела, у человеческого сознания. Когда я говорю про тело, я имею в виду тонкое тело сознания. И у него есть это качество. Потом и у него есть программа такая, что определенный набор, который называется хорошими сукхам, потом эта программа включается, и есть постоянное желание поддерживать эти параметры, то есть постоянная привязанность к этому состоянию рага. А когда есть аварийный набор параметров этого скафандра, есть программа, включается, возникает программа, которая хочет предотвратить и уйти от этого набора параметров, это двеша. Хочу, не хочу. Но кроме этих 4, оказывается, у этого материального тела, сознания, есть еще тхрития, 5 это убежденность. Эта убежденность совершенно удивительная вещь, абсолютно удивительная вещь. Она отличается от веры. Это потому, что вера – это сатванурупа. Вера – это есть та форма, которая принимает сатва, ум. То есть наша парадигма, наше мировоззрение – это есть наша вера. Но убежденность хрития – это в том, что это единственный правильный вариант. Это единственный правильный вариант. И сознание человека способен находиться в таком состоянии, это основа иллюзий. Наверное, вы наблюдали за сегодняшними политиками. Ну, во всяком случае, хочешь не хочешь, они сами бросаются в глаза. И, наверное, вам попадала в глаза совершенно удивительная вещь, когда про одно и то же явление люди имеют разные мнения. Ну, грубо говоря, допустим, вот Путин, он сейчас действует в интересах государства. А второй, Путин негодяй. Одновременно это не может быть оба. Сейчас я про Путина говорю, неважно, возьмите какое-то явление, личность и так далее. Есть люди, которые без совершенного основания убеждены в том, что это жуткая личность, плохая, негативная. А есть люди, которые опять-таки без всякого основания, они убеждены, что это хорошая личность. Это и есть свойство материального тела,
и подчиняться, и идти на поводу этого свойства, это есть демонический признак. И когда человек без всякого на то основания говорит, что нет никакого Бога, сейчас, что с ним говорить? Это вопрос не религиозный, это вопрос клинический. Понимаете, это его так просто не переубедишь. Соответственно, демоническое настроение – это и значит того, что люди подменяют верховную личность Бога какими-то определенными силами. Без всякого злого умысла, ну, грубо говоря, или без всяких таких-то стараний, они сам, их сознание за долгих лет стараний безбожного бытия, она сама дает этого. Сама дает этого. И когда она сама дает этого, Хирanyакашипу считал, что Вишну, он занял эту должность. Он занял эту должность. И он хотел его сместить с этой должности, самому занять эту должность. И он знал, что Вишну это верховный правитель Вселенной, но он Браму считал высшим создателем. Он считал Браму высшим создателем. Это Брама, он пришел с этой Вселенной вместе и уйдет с этим Вселенной вместе. И все. Вот такова его извращенное, искаженное мировоззрение. Что, в принципе, есть результат того, что человек отворачивается спиной к Богу. И подтверждение этому есть, когда 7 мудрецов там посещают, ну, сейчас я детали забыл, но там один мудрец говорит, что когда личность поворачивается спиной к Богу, у него появляется абхиневеша, страх потери жизни. А история самого Шанкарачарьи, когда Господь призывает к себе Господа Шиву и говорит, что пойди, пожалуйста, и начни проповедовать Асад-шастру. Не чистую шастру, Асад-шастру начни проповедовать, неправильное учение. И это неправильное учение позволит того, что вот эти так называемые преданные, которые как будто меня любят, но из-за выгоды, они пусть отвернутся от меня спиной, пусть отвернутся. И там есть слова такое, что они пусть займутся женщинами и пусть размножаются. И потом так быстро у нас население размножается, уже 8 миллионов с лишним. И Шанкарачарья, он добился этого. Он в такое мировоззрение пришел, что атеисты его приняли очень легко, очень легко. И провозгласили, что пустота – это высшая истина, и все. Ну, нормальному человеку вообще должно быть трудно провозглашать, что пустота – высшая истина должно быть. Ну, вот этот примерно, на мой взгляд, то, что я могу вам сказать, может быть, я не совсем правильно ответил на ваш вопрос, но причины, Спасибо, Хари Кришна. Спасибо, Деваратвару. основная причина того, что Хираньякашипу совершал такие ошибки, в общем, так видел мир, это тот факт, что он обернулся спиной к Богу. И когда спиной к Богу отворачиваешься, человек или кто угодно, он кончен его дела. Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо. Есть еще какие-либо? Hare Krishna, Devarata Prabhu, მადლობა დიდი ესეთი საინტერესო ლექციისთვის. რაღაც ფორმა დეტალები იყო, ბევრი საინტერესო. მადლობა. თუ შეიძლება პატარა დამატება ვიშნუ შაქტი პრაბჰუს შეკითხვასთან დაკავშირებით. Hare Krishna. По поводу знания, то есть я хотел поделиться, что может быть, вот человек хорошо знает все веды, но не знает его суть. Суть то, что вот наивысший Господь и абсолютная истина – это Кришна, это суть всех вед.
То есть все веды, по сути дела, как Кришна говорит, должны приводить к этому. Сейчас в Кали-югу, чтобы был баланс, суть открыта уже всем. Даже вот начинающий факта знает, что Всевышний Господь — это Кришна. До Кали-юги это было скрыто. То есть люди не знали суть вед, и они должны были искать, совершать аскезы и много трудиться, чтобы понять этот суть. Например, Атри Муни, он не знал, кто Господь, поэтому пришли к нему. В Бхагаватам описывается Брахма, Вишну и Шива. Сказали, вот ты не назвал, кто Господь, кто такой Господь, поэтому мы пришли трое. Или описывается, что Прабху Муни не знал, кто наивысший Вишну, Брахма и Шива, и он начал проверять, кто из них наивысший Господь. Но в Кали-югу уже открывается вот этот суть, потому что если бы не открылся, тогда люди вообще ничего не смогли достигать. У них нету такого интереса и желания, чтобы понять вот эту наивысшую истину. Поэтому теоретически у нас уже все открыто, как-то чтобы был баланс, как-то в сравнении с предыдущими эпохами. Харе Кришна. Харе Кришна. Рати, огромное спасибо. Очень важное то, что Рати подчеркнул. Я не удержусь и скажу, что везде в комментариях на ведах во всей эпохе описывается Чатур Пурушартха. 4 ценности вед для души, для живого существа. Чатур Пурушартха. Это Дхарма, Артха, Кама, Мокша. Кроме этого Чатур Пурушартха, только вот позавчера, по-моему, Нароттама Дас Такур или кто еще, один из великих вайшнавов, говорит, мы, да, видим, что нам ни к чему это Чатур Пурушартхи, мы верим в ценность, которую принес нам Господь Чайтанья, 5-ю и наивысшую Кришна Према. Вот это сообщество, она следует, начиная с Сатья-юги, с самого начала человеческое общество следует этим 4 ценностям Дхарма, Артха, Кама, Мокша. И Кришна говорит, что они следуют, выполняют все эти ритуалы ради получения выгоды, но они понимают, что выше этого еще что-то есть. И они не достигают самадхи, они не достигают конечной цели. Во второй главе, сразу после вот первой части, когда он говорит, что сейчас я тебе до сих пор рассказывал, это была логика, это все санкхья, а сейчас я расскажу, как нам действовать. И вот там 2 или 3 стих, если прочтете, вы сами, как Кришна описывает, всех этих людей, которые не понимают главную цель священных писаний, не понимают. И говорит, что если, говоря, нечего там искать какие-то цели, если человек познал Браман, то он познал все остальные цели вед, так же, как человек, который нашел большой водоем, он уже выполняет цели маленьких этих. В общем. Рати Диди Магу, это очень важно. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Говорит Прабху. Харе Кришна, Таврат Прабху, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. Вот, спасибо, Арат, и вот за это я вспомнила, вот Госвами Махарадж на эту тему говорил, да, вот баланс. Если предыдущие эпохи, они очень долго жили, но истины достичь и узнать, вот там еще Индра, сколько он... Нам такая удивительная, великая удача не воспользоваться этим. Мне, знаете, что интересно, Деварат Прабху, там дальше, это не сегодня этот вопрос, а вот дальше, если там будем читать, и Хираньякашипу не просит просто о бессмертии там все. Он начинает перечислять сразу все, что он хочет.
Так интересно, почему он так Обходными делает. путями. Он считает, что все варианты. Он не говорит, что мне нужно бессмертие, или, наверное, он как бы тактично не хочет сказать, что я хочу занять твое место, а вот хочу то-то, то-то, то-то. Да, Он не наверное, хотел так. получить отказ от Брамы, потому что раньше Брама заявил, что не понимают демоны, что они все смертные, в этом мире все смертные, кроме полубогов, потому что полубоги, они бессмертны в том смысле, что они приходят со Вселенной вместе и уходят со Вселенной вместе. То есть во время существования Вселенной они не прекращают свое существование. А все остальные думают, что смерть – это прекращение существования. И он не хотел это сразу что-то отказ получить, поэтому своим демоническим... Да, в начале первый стих Брахман говорил, Да. но мне почему-то показалось, что он это не слышал, это он говорил до того, как он привел Нет, его. он это знал, и поэтому он именно демоническая натура, то любыми способами добиться своего, он обходными путями начал добиваться бессмертия, обходными способами, логикой, своей логикой. И, в общем, в принципе, что говорить, это очень сложно. Эти должностные лица, полубоги, должностные лица, полубоги не один раз допускали несоответствующую страшную ошибку. Брахма не понял, куда эти телята делись, и как Кришна, почему Кришна принимает пищу левой рукой, и вообще кто это такой. Индра вообще там устроил наводнение, и потом начал извиняться, и всякие такие вещи, и, по-моему, и тогда не понимал вообще, почему извиняется, просто Сурабха ему сказал, что надо извиниться. Э, И, в общем, понимание средней бхакти в нашу эпоху, по милости Чайтани, она гораздо шире, чем понимание всех богов и демонов вместе взятых. Это просто удивительная вещь. Это милость Господа Чайтани. Вообще это милость Радхарани, потому что когда он принял настроение Радхарани, и в этом настроении к нему вернулось безграничное милосердие. Он не мог не побежать на нашей планете. Он прямо кинулся из-за этого безграничного милосердия, и из-за безграничного милосердия он начал великие истины давать с глупым, умным, те, кому они интересны, те, кому это не было интересно, те нуждались, те, которые вообще не нуждались в этом, всем, бесплатно. И по этой милости это знание попало к нам. Наверное, эти великие личности очень сильно разгневаны сейчас из-за этого, что такие маленькие муравьи, ползающие на земле, начали обладать великой истиной. Говорят про любви, про вещи любви. Харе Кришна. Харе Кришна. Видимо, Адвогата Осрут Машинамид. Закончим на этом. Да. Спасибо большое. Харе Харе Кришна. Шримад Бхагаватам ки Джай. джай. Шла Прабхупада ки джай. Джай, Шри Шри Нитай Готум Чандра ки джай. 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 Харе Гаварата Кришна. Прабху ки А, Джай. Джай. То джая, то не джая. Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Кришна, Ягод Прабхупад. Ландагудет. Гаварата До Харе Прабху. свидания, всего доброго, удачного дня. Харе Харе Кришна. Кришна.